начинаем. История и современность Каспия. Конечно, о Каспии мы больше будем говорить как о Баку, а не о целом о Каспийском регионе. И все-таки мы посмотрим, где это. И мы увидим, что регион Каспийского моря сейчас это международная территория. Она и раньше была международная территория, но она относилась к Советскому Союзу. То есть посмотрите, Азербайджан, Россия, Казахстан, Туркмения, это все относилось к Советскому Союзу. Только Иран, территория Ирана у нас была, вот южная часть была не наша, а все остальное было наше. Вот этот Шуронский полуостров и вот эта вся территория Каспийского моря. Почему он интересен? Потому что это основной центральный такой регион по добыче нефти и газа. И здесь очень непростые сейчас отношения и очень непростые складываются вообще контакты вот между этими странами, потому что лицензионные участки, например, здесь в основном сейчас главенствует British Petroleum, это английская компания, ну плюс там и остальные еще европейские и американские компании, но вот British Petroleum, и они прям вот здесь, около туркменского шельфа бурят. И туркменцы говорят, это наша территория, вы не должны бурить, раз вы от Азербайджана идете. Но у них свои правила, да, у них у кого большой кошелек, тот и прав. И там это все очень четко работает, я вам это все покажу. Ну, чтобы посмотреть еще вот нашу большую карту, которую мы знаем все с детства со школы, вот оно, Каспийское море, и оно является реликтом большого древнего океана Тетис, от чего сейчас осталось Средиземное море, Черное, Каспийское, Аральское. Вот, и вот этот вот участок, это то, что вот эти вот моря, это фрагменты огромного древнего океана, субширотного, ну, который в свое время, когда планета была вот так, он тоже был субмеридионально, а потом завернулась, и он стал субширотно выглядит для нас сейчас. И вот это Каспийское море. Почему мы говорим, что это древний реликт океана Тетис? Мы не просто это говорим, но мы еще можем посмотреть на геологических разрезах, где вот, ну, если вот у нас геологи, физики есть, вот, конечно, видно, что у нас есть и пермские отложения, триасовые, юрские, палеогеновые, неогеновые. Это все осадки, которые отлагались вот в этом море, как раз на дне океана Тетис, который вот существовал практически в Мезозое и в начале Кайнозоя. И, конечно же, поскольку это очень интересная территория для того, чтобы развивались коллектора, это емкости, куда скапливаются углеводороды, нефть и газ. Вот почему здесь сконцентрированы огромные по запасам залежи нефти и газа. И они сконцентрируются и в палеозойских отложениях, это которые 300 миллионов и более лет назад, в юрских отложениях, это где 170, 180 и более миллионов лет назад, и последние где-то около 100 миллионов лет назад, около 50 миллионов лет назад, то есть в карбонатных и в терригенных. Это значит и в известняках, и в песчаниках. Вот есть у нас как раз залежи углеводородов. Почему я об этом так много говорю? Потому что Каспий, он всегда, чем он и притягивал весь мир, а именно нефтью и газом. Даже с самых-самых ранних времен, когда еще не знали применения этой нефти и газа, а только в локальных целях применяли. И тогда еще, почему здесь развит зороастризм? Зороастризм был развит много тысячелетий, много тысяч лет, и плюс и сейчас еще есть вот такие, как их называют, сектами, но это очень фрагменты очень древней религии, так же как вот брахмаизм, шиваизм в Индии, так и здесь зороастризм. Это люди, которые поклонялись огню, но огню не вот такому огню, но они, конечно, как символ огня Бога, это как вот на земле огонь, который вот на Обширонском полуострове практически везде выходил, потому что где разгазировалась залежь нефти, и там, если попадал немножко огонь, то это все зажигалось и горело. Спрашивается, как же называется, откуда произошло слово Баку? Слово Баку, вот если вы в интернет откроете, там много-много разных вариантов этого слова. Но есть еще, мне очень понравился один вариант, который идет как раз от зороастрийцев, то есть еще с античных времен, с
еще до нашей эры, до христианства, до магометанства. И Баку, как называлось, как парбага, то есть огни Бога. Пар это персы, парсы, это огонь. А бакха это санскритское слово от слова Бог. По-санскритски это бакха, как вода, это ватта. Это так же, как много у нас русских слов, похожих на санскритские слова. И в том числе вот это Баку, город, а изначально его название, предположение, да, что это огни Бога, Бог Бак, огнепоклонники парсы и зоострийцы. А потом уже, когда пришло христианство, потом туда пришло мусульманство, и этот город стал называться Ичиришихер. Но это уже название именно мусульманских времен, когда это 10-11 век, конечно, он там 7-8 века начал ислам вторгаться вот в эти территории, но вот до этого это были именно персидское такое государство, до христианское и до исламское. То есть вот тут со времен античных тоже была информация такая, что этот город, а поскольку это был один из ярких, один из первых городов вот на Каспии, который стал развиваться очень быстро, и поэтому вот ему-то посвящается много времени. Ну и второе, почему? Потому что я вот в Баку и была всего лишь 2 суток. И вот за эти 2 суток я увидела столько удивительного, открыла столько удивительного, что, я думаю, что и вы увидите, насколько, почему вот такое вот удивление, оно до сих пор остается. И водитель такси, который вез меня обратно из гостиницы в аэропорт, он говорит: а вы видели вечерний Баку? Я говорю: нет. А он говорит: а вы знаете, вы потеряли вот 90% из тех впечатлений, которые вы получили здесь в Баку. Потому что вечерний Баку – это отдельная история. Есть целый институт света, который делает дизайн света. Этот мальчик, он студент вот этого института. Это сейчас целое направление, обучается вот это световые вот эти комбинации делать. И вечерний Баку. Да, и посмотреть вот эти вот, вот эту игру света, музыки, фонтанов и всего. Приезжают люди со всего мира, вообще со всего мира, не считаясь ни с чем. Посмотрите, вот так выглядит старый Баку, так он выглядел и 1000 лет назад. Дальше. И вот над старым городом возвышается вот такое новое здание. Это 3 таких здания, они в виде вот такого, знаете, как вот языки пламени. Пламени и факелам отдается большое предпочтение, потому что это место, где как раз и очень много и фонтанирует нефть, и газ горит, и в общем огню отдается особое предпочтение. И вот посмотрите, где вот это рано утром, вот он здесь прям возвышается, вот идешь по старому городу. Старый город небольшой, это как маленькая жемчужинка, которую они очень сильно берегут вокруг огромного мегаполиса Баку. Вот, и улочки выложены камнем, здесь очень тихо, очень чисто. Я написала утром, и днем, и вечером, здесь чисто всегда. Здесь, знаете, она патологическая чистота, вот я ее как называю, вот там, не только я, и коллеги тоже. Вот, посмотрите, если же по утрам здесь играет солнце во всех этих зеркальных, и таких домов очень много, то вечерами это все зажигается, вот эти вот именно вот лазерное шоу. Здесь крепостные ворота. Крепостные ворота, они раньше были, то есть раньше город стоял без крепости, но есть на свете такие племена, как русы, которые в 7, 8, 9 веках, русы это наши предки, которые постоянно ездили на юг, приходили в эти места и грабили, просто натуральным образом грабили вот эти вот племена, которые здесь жили. И поэтому решили огородиться крепостной стеной местных жителей в защите от русов и от других племен тоже. Но я вот запомнила, что вот наши-то предки тоже были не просто так, не сидели сложа руки. Вот. И вот эта стена, она датируется официально 12-15 веками.
И дальше там есть тоже такая вот мечеть Сыны-Кала. Она датируется вот 11 веком, когда она уже начала функционировать, работать. Это все в пределах этого маленького старого города. Вот. И есть еще у них уникальное место, это у них как визитная карточка Девичья башня. Девичья башня, о чем она опять же говорит? Говорит о том, что здесь девичья, да, что-то связано с девушкой, что-то связано с девой. И, конечно же, все шоферы, которые тебя везут, ну, на такси приходилось пользоваться, потому что не знаешь же как, каждый рассказывает свою историю. То есть сколько азербайджанцев, столько и легенд про эту девичью башню. Вот, ну я тоже посмотрела, плюс еще возраст башни неизвестен. Предполагалось сначала, что она 12 века. Смотрели вот на эту плиту, которая вделана вот в какое-то вот в оконное отверстие, но не полностью, а вот только фрагментом. И здесь написано «Башня Масуда, сына Давуда». На куфическая надпись. Это вот древний иероглиф, это не мусульманский, не арабская вязь, а вот еще более ранняя, парсийская. И, конечно же, если же мы знаем о Масиде и Давиде, который, если у нас Давид, у нас царь Давид, помните, да? Это было вообще 10 век до нашей эры. Так вот, у него были сыновья Соломон и Масид. И вот, может быть, это был башня Масида, сына Давида, а вот как О переведено, ну, какой-то вот иероглиф. То получается, что вот как бы информацию, материал о том, насколько древняя эта башня в 12 веке поместили вот здесь, в этой надписи, что башня-то очень-очень древняя, то есть она тысячелетней давности. Одновременно есть еще там легенда о том, что казнь Варфоломея произошла вот прямо вот около самой этой башни. А Варфоломей — это один из 12 апостолов Иисуса Христа. И вот это тоже 1 век нашей эры. Получается, вот возраст этой башни, а соответственно и самого города, уходит в неизвестное такое глубину древности, и нет четких определений, когда же построен вот этот вот древний старый город. Теперь небольшая легенда вот как раз об этой башне. Вот это художник нарисовал эту башню в начале 1900, в начале 20 века. Вот это по-азербайджански она звучит «гыз-голосы». Город-крепость называется Эчери-Шехер, мы уже говорили об этом. И вот там какая была история? Один шах решил выдать свою дочь замуж. А она увидела избранника и была шокирована тем, что она должна выйти за него замуж. А поскольку женщины не имели ни права голоса, они и сейчас не все имеют, но это потом мы уже тоже поговорим. И она, чтобы воспротивиться отцу, сказала: отец, я выйду за него замуж, если ты построишь небольшую башню, и я в ней немножко побуду одна, а потом я выйду за него замуж. И отец построил башню. И она думала, что в течение, вот пока он строится, эта башня, отец передумает, или жених передумает. Но никто не передумал. И она поднялась на эту башню и бросилась вниз. И она погибла, вот там даже есть камень невесты. Камень девственницы называется. И все вот невесты приходят туда и загадывают свои желания, вот когда вот эти вот, бракосочетания, дни бракосочетания. И раньше, если сейчас эта башня находится почти в полкилометра от моря, то раньше море было практически на самом берегу. Это вот одна из легенд. Вторая легенда — казнь святого Варфоломея. Вот я уже вам тоже сказала, там тоже есть камень святого Варфоломея. Но опять же, это только легенды, потому что точно установить, вот на самом деле ли он в этом месте казнен или в другом месте, неизвестно. Вот. Дальше предполагалось, что башня имеет военное назначение, но когда военные стали смотреть, археологи военные стали анализировать весь материал, все, как это построено, если бы это было для военных целей, выясняется, что ничего подобного. Башня к войне не имела никакого отношения. Далее, возможно, это была башня молчания, то есть это именно религиозное направление, как раз и религия вот этой зороастрийской.
Почему предполагалось, что это религиозного такое направление? Потому что 8 отсеков, цифра 8 священна, 28 метров, это 28 разделить на 4, получается 7, то есть получается опять выше на священные цифры. Внутри диаметр 16 и 16,5, толщина стен внизу 5 метров, толщина стен вверху 4 метра. И лестницы, если бы это была военная, лестницы были бы постоянные. А там лестницы, вот поднялся на этаж и веревочную лестницу поднял. То есть лестниц между вот этими секторами нету. И получается, что она вот больше, вот все военные архитекторы, которые занимались, и археологи, ну, такой сделали вывод, что никакого военного назначения эта башня в свое время, ну, как не имела. Ну, возможно, потом там достроили зубья, но видно было, что зубья достроены, и потом уже их убрали опять. В 18-19 веках эта башня служила маяком, но потом город разросся, стало очень много света везде, маяк перенесли на другой остров, и эта башня с 1964 года стала музеем, который охраняется вот под эгидой ЮНЕСКО. Но следующий вот этап этой вот башни, то есть мы поговорили о девичьей башне, о мусульманских временах. Ну и дальше вот мы знаем, у нас был такой Стенька Разин, донской казак. Он прожил недолго, да, 41 год, но для его времени это достаточно большое время. Так вот, этот донской казак был не просто там, ну, хулиганил где-то тут рядышком. Он совершал набеги на Баку, на Абшеронский полуостров, на города. Он грабил села там, поселения, украдал девушек. И вот одна из принцесс была вот тоже отсюда. А потом все это в Астрахань. Отдыхал, передыхал и обратно. Вот он вот развлекался, вот Стенька Разин, вот такими вот набегами на... то есть, что было в XI веке, русы набегали, тут теперь вот и 16-17 век русы все бегут, это же еще не все, дальше появляется Петр I. Думаете, что он делает? Он то же самое делает. Но тут у него уже политически обосновано. Если тот был как-то локально, взял, принес, у Петра I, конечно, планы были грандиозные, да? И для него самая главная цель была это окно в Азию, чтобы покороче был путь, чтобы были хорошие торговые отношения. Ему нужен был мир. Ему нужен был мир на Каспии. Но мир не тот, который он подчиняется этому миру, а чтобы этот мир подчинялся ему. То есть мирное сосуществование, но под его чутким руководством. Вот, и вот была русско-персидская война. Вот практически за 2 года до его гибели, до его смерти, как раз вот это персидский поход, он был дважды, в 2 этапа, в 22 году и в 23 году. Он завершился, конечно, он успешно. И Баку оказалась во власти русского царя, под властью Русской империи. И с 1723 года уже не существовал вот этот вот район как самостоятельное персидское государство. Он уже был вот так вот разбит на 2 части. Причем разбиение было по-живому. Даже сейчас об этом говорят вот азербайджанцы. Вот мы в свое время, я много ездила поездом, потому что один ребенок учился в Нижнем Новгороде, другой в Питере. И вот это у меня золотой треугольник, Ухта, Нижний Новгород, Питер. Вот. И там получилось, что встречи были совершенно разными людьми, потому что я ездила всегда суперэконом вариантом в плацкарте. Это самый интересный способ, чтобы получить огромное количество сведений о всей нашей России. Вот. И в том числе однажды мы поехали с азербайджанцами. И мне очень сочувствовали, ой-ой-ой, как же так, ты что, это вот же азербайджанцы. Очень интересный народ, очень общительные люди, они очень своеобразное мышление. Это просто обычные торгаши с Воркуты, Воркута, Азербайджан. Вот они ехали через Москву. Вот, и вот что я от них узнала, что оказывается, у них множество родственников живет в Иране. Вот еще со времен Петра I вот была вот так вот сделана граница, 2/3 Азербайджана ушло в Иран, 1/3 Азербайджана осталась на территории России. И получилось, что вот это все было срезано, как вот у нас и Пакистан с Индией были срезаны вот в районе Амритсара, точно так же здесь было это. И когда у нас случилось, что Советский Союз вообще распался, тогда открылась граница между Ираном и Азербайджаном, и люди могли общаться уже без этих паспортов, именно со своими родственниками вот на стороне Ирана. То есть вот такая вот была, для меня это была новость.
И вот это все, как бы вот это разграничение идет со времен Петра Первого. А дальше. И время идет, нефть, она обретает все большую и большую популярность и большую значимость, потому что она является источником обогащения, источником дохода. И, конечно же, очень прагматичные и такие хваткие люди, это, в общем-то, братья Нобели, которые организовали свое общество, товарищество нефтяного производства братьев Нобель. Оно просуществовало вот всего лишь 41 год. И эти братья Людвиг, Роберт, Альфред и Петр Бильдерлинг, я так и не поняла, он их родственник или он просто их друг, ну, по крайней мере, 3 брата, это все Нобели. Вот, это их знамя. Вот, посмотрите, как раз это вот входная башня, как бы фрагмент вот ворот, древних ворот, и вот отсюда вот идут вот эти вот факелы. И вот эти современные вот эти факелы, это как раз символ вот горящего газа, горящих углеводородных газов. Вот эта новая эра наступила. И, конечно же, это были не те времена, как сейчас, что сейчас и за экологией смотрят, и о рабочих пекутся, и там и все это очень все красиво, все очень роскошно. Тогда это все было все в черне, как и, в общем-то, в наше время, ну, в России, когда начиналась вот у нас в Ухте образовываться нефтяная промышленность, все это было очень печально, грустно. В Баку была такая же история. И что там было? Вот нефтяные фонтаны, они бьют прямо, вот смотрите, добыча идет прямо у берега. Нефтяной фонтан сливается все прямо в воду, вот она фонтанирует. Город, его назвали еще, город назвали Баку черный город. Не от того, что там негры живут, а от того, что он грязный. Он до такой степени грязный, экологически в большом-большом минусе, что вот его так и называли черный город. Вот, но время шло, и теперь это прекрасный, удивительно красивый город. И после того, когда вот мы встречаемся, первое, что нас встречает, это аэропорт, конечно, да, если мы самолетом летим, то мы видим вот интересный аэропорт, вот такое строение. Что там еще удивительно? Если в наших аэропортах много очередей, где-то мы сидим, где-то мы бежим, где-то что-то, там так интересно, всегда пусто. Вдруг откуда ни возьмись, появляется человек 200. Они все прошли, встали в очередь, сели в самолет, улетели. И я там прождала 1,5 часа, как очень, ну, когда уже возвращалась назад, ну, для возвращения Баку-Москва. И увидела, что за 1,5 часа взлетело, наверное, самолетов 10. Такой чух-чух-чух. И народ не шумит, спокойный. Уж насколько нам кажется, что азербайджанцы беспокойны, что они такие, ничего подобного. Да мы беспокойны. Они спокойные, очень упорядоченные. И это вот тоже большой международный аэропорт. А вот посмотрите, у них новый аэропорт. Он вообще похож на космическую какую-то тарелку, а еще даже или на какого-то там ската, ну на что-то такое вот морское. Ну, может быть, даже больше морское, потому что море рядышком. И у них эти 2 аэропорта рядом. И там настолько большие тоже пространства, и все это у них по-барски вот все блестит, все такое красивое, вот какое-то все, ну вот, нескромное, вот, ну, очень роскошное. И вот, несмотря на то, что вот он из стекла и бетона, все равно вот чувствуется что этот восток, вот этот такой вот роскошный восток. Дальше, вот, когда вы начинаете въезжать в этот город, сейчас мы перемещаемся к современному городу. Вот при въезде в аэропорт некая конструкция. Что она собой представляет? Я думала, что мост. Потом непонятно, то ли солнечные батареи, то ли что. Вот появление таких необычных конструкций, необычных домов, оно началось именно когда Азербайджан отделился от Советского Союза и стал самостоятельным государством, и когда уже не нужны были ГОСТы, не нужны были определенные требования, что так можно, а так нельзя, так можно, а так нельзя, можно все, если только это не противоречит здравому смыслу, если есть на это деньги. И вот посмотрите, вот пока по дороге если вы поедете, вы будете видеть, во-первых, качество дороги, это, я не знаю, у нас в Москве, наверное, около президента примерно такое качество. Высочайшее качество, причем по всей трассе, по всей дороге. А дальше, вот такие вот каменные строения, очень похожи на Египет. Кто был в Египте, вот это вот почувствовали. Ну, кто не был, будете, моделируйте.
все, знаете, бойтесь своих желаний, ибо они имеют свойство сбываться. Так и наоборот, мечтайте, и оно сбудется. Вот. И дальше, то тут, то там мы видим, что элементы Востока. Вроде бы высотки, но вот тут же мы опять же видим и арочки, и вот какие-то там орнаменты всевозможные на домах. Они постоянно вот очень заботятся о своих вот, о своей вот, о своей культуре, чтобы показать свое лицо, сохранить. И вот неожиданно может появляться какая конструкция. Это вот типа как вот огонь выходит из недр земных. Дальше, опять же, вот, вроде бы как обычная высотка, но у нас если вот это панельки или что там, да, могут быть, но сейчас тоже в Москве там и в Петербурге что-то строится интересное. Но здесь эти дома, это постоянно по всему городу такие. Вот они куполочки, вот они арочки, вот этот орнамент, они очень бережно хранят вот именно свой Восток. Вот. И чем больше вы въезжаете в город, тем выше и выше дома, тем они разнообразнее форма. Вот. И реализация проектов необычной формы домов, я уже говорила, да, началась, когда Азербайджан вышел из состава России. И здесь вот, если кто был на лекциях по Китаю, помните, мы с вами были в Шанхае, вот на одном острове, где там было это штопор, крывашка, вот эти дома 600 метров высотой, которые. Вот, тут не 600 метров, но тоже очень высокие, очень необычной формы дома. Строение идет огромное, просто строится город с огромной скоростью. Вот и строительство новых домов, оно везде, вот эти краны вы увидите практически везде, вдоль трассы. То они здесь, вот если же раньше можно было видеть вот эти нефтяные вышки, то тут, то там, то сейчас ты видишь вот именно краны для того, чтобы строить вот эти вот дома. И большое количество зеркал используется, стекла и металлических конструкций для того, чтобы были вот именно экраны для вот опять же вот это цветопредставлений. И вот когда азербайджанцы поняли, что на этом можно делать очень хороший доход для государства, потому что туристы прибывают именно посмотреть вот эту красоту, то вот всякие дома, какие бы ни были, они покрывают вот этими вот разными зеркалами, причем не просто зеркала, а именно вот такими скривулинами, чтобы вот отражения были различные. То есть это целая наука. У них целый институт работает вот на вот таких вот конструкциях. Ну, опять же, вот форма языков пламени одна из основных вот в дизайне этих домов. Вот, чтобы солнечные лучи днем, а электричество вечером вот как раз привлекало взгляд, радовало и завораживало. Вот опять же тут форма такая связанная. И вот институт дизайна света. Этот институт, вот как раз мой водитель, 25-летний юноша, вот он вез меня как раз из гостиницы в аэропорт, и он рассказывал, что он является студентом вот этого института дизайна света. И вот как раз мы проезжали, вот показал, что вот этот институт. И он говорит, вы не смотрите, что он как бы старый. Мы сейчас, говорит, очень многие дома строим под старину. Вот чтобы сохранить ландшафт, мы прям современные дома, мы не только строим вот эти стеклянные дома, железобетонные, да, вот со стеклянными покрытиями, но также мы еще строим и вот такие дома, которые вписываются в ландшафт вот старых каких-то островков города. Ну и сохраняет. И дальше вот я не поняла, что это. Я говорю, это что такое? Он говорит, это дом, это не спортивный комплекс. Я говорю, что? Это подпись Гильдара Алиева. Если вот у него такая подпись, и если смотреть сверху, вот если на самолет или на чем-то подняться, вы увидите подпись Алиева. Вот прямо из этого дома. И вот кто это сделал? Это, вот как раз это вот один из входов. И это сделала одна европейская дама, архитектор. Она предложила вот такой вариант вот этого здания. Это было настолько уникально и удивительно. Это же подпись. Это же не просто так. И, конечно же, этот проект выиграл. И вот у них это вот есть такое вот уникальное вот здание, подпись Гильдара Алиева. Гильдара и его сына, они очень любят своего президента и все вот это поколение, потому что они, делают все, чтобы люди, которые живут в этой стране, не бедствовали. Вот, есть тоже эти хайвеи, кругом вот, если в Индии ехать, то здесь может быть все что угодно под хайвеем, то здесь везде чистота, вот везде, она просто, вот я говорю, она кричащая чистота, вот везде.
Вот везде. Вот что это такое? Но Азербайджан же. Казалось бы, мусульмане, они как-то... Да, в том-то и дело, настолько чисто, это просто вот, просто в глаза бросается. Вот, ну я вот постоянно это напоминаю. Вот видите, опять же, у них дома и кирпичные, вот эти вот со стеклянными. И вот деревья, они небольшие в сравнении с той высотой, которая... Ну, конечно, это не та высота, которая в Китае. Но, тем не менее, тоже это очень высокие здания. Вот. Ну и вот старый город. Мы подъезжаем к старому городу. Вот помните на марке, где вот Нобеле, вот домик нарисован и 4 факела. Это вот этот вот домик. Вот, и 4 факела из него вот выходят. То есть это вот первое место, где обнаружена была нефть. И вот здесь вот как раз и построен вот это вот здание, вот с такой вот, с таким куполом. Это была вот такая первая зороастрийская, вот религиозная такая вот башенка. А потом уже мусульмане взяли такую вот тоже, ну, модель своих мечетей. Вот узкие улочки, невысокие кирпичные домики. Ни на что не похожи. Кинофильма «У нас стеклянная рука». Да, похоже? Потому что он тут снимался. Да, он снимался в старом городе Азербайджана. Вот в этом городе, вот на этих улочках. Сейчас еще покажу. Вот. Этот город старый, маленький совсем. Он настолько чистый, люди босиком ходят. Босиком. Вот я просто 2 девочек вот видела, вот я их вот сфотографировала. Вот. Они просто идут себе, шлепают. И потом еще видела, вот просто гуляют себе, потому что чисто. Вот настолько, и потом даже утром можно увидеть, что как будто вот мылом помыто. Вот настолько чисто. И да, вот именно на этих улочках вот и снимался вот этот фильм, где, помните, Никулин убегал, там и девушка-то с одной двери выскочит, с другой двери выскочит, завлекает его. Потом он что-то типа упал, его куда-то затащили. Это вот все снималось вот здесь, вот на этих улочках. Что? Облика морали. Да. Вот. И вот, конечно же, дома стоят очень близко друг от друга. Иногда с балконом, через балкон всего лишь 1-2 метра. Или там, ну, очень близко. И когда ты идешь по улице, все эти балконы нависают просто над твоей головой. И надо, конечно, знать, что да, ничего страшного, на тебя не упадет. Но вот так вот, вот видите, вот идешь, вот все над твоей головой. Вот, и если же стоит машина, то здесь может проехать только одна машина. И это и считается широкая улица. Там есть еще более узкие улицы. Ну, наверное, не показала. И, конечно же, вот то, что если кто был в Египте или в Турции, или где, вы, наверное, вот сразу же увидите, что вот это Восток, дело тонкое, они везде торгуют, где только можно. И здесь они тоже торгуют. Русский язык молодое поколение почти не знает. Они знают свой азербайджанский и английский. И еле-еле говорит по-русски. И мальчик там говорит по-русски, он говорит, я говорю по-русски, потому что моя мама говорит по-русски. Старшее поколение все знают, наше поколение. Молодые, вот 25 лет, вот студент, который вез меня, он не знает русского языка, только английский и азербайджанский. Молодежь не знает русского языка. Как вообще? Ну, английском. Ну, я тогда еще его знала, сейчас я просто понимаю, а говорить не получается, нужна практика. Потому что, да, ну, конференция же была, она же была на английском языке. Вот, ну, опять же, вот ковры, сосуды, что мне понравилось? Самовары. Это что означает, что все-таки соседство с русским народом, оно, по крайней мере, в Египте, в Турции мы самоваров не видим, да, а здесь вот они самовары есть, ну и, соответственно, вот эти вот восточные ковры тоже продаются. Вот очень старый дом, у нас тоже может быть, да, и старые дома, и все, но все вычищено, все чисто, асфальт чистый, цветочки посажены. Какую-то вот нашли какую-то, я не знаю, как ее назвать, ящичком, и посадили цветы, потому что ну, там настолько мало места, что даже зелени нету. И вот люди, окна чистые, стекла чистые на окнах. Люди заботятся о чистоте. Вот вам азербайджанцы, понимаете? Вот это вот другой Азербайджан. Это не тот, который ну, мы как-то знаем отсюда. Вот, если мы видим мокрое, это не значит, что это туалет. Или там кто-то помыл полы и вылил. Нет, это просто свежую воду выливают, чтобы испарение было, чтобы воздух был лучше. Ну вот моя гостиница была вот тут подняться, тут и где-то там. В общем, мне был очень недорогой такой номер, мне выделили. Вот, и когда я тут вот говорила, ой, как тут обойти, думала, ну,
как обойти? Да не бойся, говорит, это абсолютно чистая вода. Мы поливаем асфальт, чтобы нам легче было здесь дышать. Вот, и резко выходишь со старого города и окунаешься в обычный город с огромным таким трафиком, то есть движение автомобилей. Автомобили все очень дорогие, русских, вот, ну, советских времен автомобилей практически нет, все иномарки. Преобладает все-таки белый цвет, ну тут может не очень видно, уже вечер. И люди расслабленные. Вот люди расслабленные. Мы после работы что? Язык на плечо, бегом в магазин и бегом. Я хожу по Ухте, я вижу, Сыктывкар спокойный город. Ухта это город постоянного движения, причем такого активного. Ты постоянно куда-то несешься. Вот, здесь огромный город, но все спокойно. Вот, да, ну, работа закончилась, хорошо. И вот даже, просто даже вот отдельные фрагменты фотографии, они вот захватывают вот по такой вот момент.